Ну а теперь я расскажу, как настраивается чадхан. Подробно мы будем рассматривать каждую струну по высоте, по натяжению. Но что нужно сказать общее? Настройка чадхана современный музыкант использует в основном два типа, хотя не ограничивается двумя тональностями. Это одна мажорная и другая минорная тональность, или называют еще иначе кызыльский строй или традиционный строй. Ну давайте теперь посмотрим, как настраивается чадхан. Я уберу все вот эти хазахи, и мы начнем с нуля, как все это делается. Ну, сначала нужно сказать, что вообще вот чадхан, конечно, каждый хайджин настраивал под себя. Что имеется в виду? Дело в том, что у каждого свой диапазон пения, не только по высоте, вот, но и по тембру еще. И, конечно, хайджи подбирал то, как ему подходит вот, по высоте тона строй. И настройка чадхана производится с так называемой большой струны чунхл. Он звучит таким образом. И настройка подбиралась под горловое пение. Ну, например, я тут специально, конечно, уже настроил под себя, и мы теперь будем рассматривать, как все это делается подробно. Я сейчас убираю струны, говорю, хазах. Ну вот, чадхан совершенно такой пустой, на нем нет этих подставок, или хасх мы их называем. Начинается настройка чадхана. Ну, конечно, сначала нужно посмотреть на натяжение струн. Они должны быть не сильно натянуты, вот, ну, для того, чтобы можно было поставить хазах под эту струну, чтобы оно извлекало звук, и чтобы не дребезжало. Ну, начинаем с чего? С самого основного звука. Это у нас чунхл. Вот он, ну, настраивается по голосу самого хайджи. Ну, например. Вот он настроен. Основной голос, основной звук. Некоторые музыканты сейчас, конечно, настраивают это под определенную тональность. Почему? Потому что они играют в составе, ну, с другими музыкальными инструментами. Но если вы играете один, то основной принцип — это нужно подобрать его под свой голос. Я не знаю, например, в какой тональности этот звук и что за этот звук в настоящем извлечении. Самое главное, что он мне лично подходит. Я могу даже не знать название ноты и высоте. Конечно, можно проверить. Он не подходит. Теперь подбираем следующую струну. Ну, мы знаем, что чадхан — это 9 струны, в данном случае у меня 9 струн. Следующая струна, это струна, она настраивается в октаву. Но вот основная струна, это на самом деле вторая струна, большая струна. Сама по себе струна, она по толщине чуть потолще, чем остальные. И другая струна, это четвертая уже. И мы начинаем счет мы начинаем с другой стороны. Вот первая струна, мы сейчас посмотрим, вот первая струна, вторая струна, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. Отчет идет с другой стороны играющего. Ну вот, вторую струну мы настроили под горловое пение. Теперь настраиваем следующее. Подбирается в октаву.
ну, передвигается хаз, подбирается вот. Настроили вот октаву. Теперь подбирается вот две струны, настроенные в октаву, и между ними третья струна. Теперь настраивается третья струна. Она настраивается, ну, если говорить и использовать музыкальный термин, это называется квартоквинтовый строй. Ну, если проще, то строй должен быть, он, конечно, настраивается на слух, естественно, он такой благородный строй, удобный вот. И он очень приятно звучит для слуха. Вот он. Вот, конечно, те хайджи, которые уже знают и научились, они обучали, и человек обучался настраивать на слух все. Вот. Мы настроили теперь уже 3 струны. То есть это сначала вторая струна настраивается, потом 4-я в октаву, и потом уже подбирается 3-я струна по благородному звучанию. Он именно должен быть таким. Сдвинем, допустим, вот. Мы подобрались к этому настрою. Теперь настраивается 5-я струна. 1, 2, 3, 4, 5-я. Настраиваем 5-ю струну. Она настраивается следующим образом. Ну, я лично настраивал по определенной мелодической уже структуре, которую я знаю с детства. Это мажорный строй. Вот он, такое благородное звучание, точно так же. Вот. Настраивается, конечно, все извлечением в аккорд. Теперь это уже аккорд. То есть аккорд это уже несколько струн. Вот. 1, 2, 3, 4, 5. Настраивается 5-я струна. Также подбирается на слух все. Если здесь, допустим, хаз, вот. Мы его настроили. Так, теперь следующая струна, крайняя, первая. Мы настраиваем теперь уже 1-ю струну. 1-я струна, вот, она находится по высоте извлечения между 4-й, вот, 1, 2, 3, 4, между 4-й и 5-й. Это такое вот своеобразная лестница. Ну, иначе говоря, это мажорный строй. Вот он, восходящий и нисходящий, это одинаковые по высоте звука между. Ну и дальше идет мажорная, ну, структура. Ну, конечно, это все настраивается на слух. Уже можно. Мы настроили первые 1, 2, 3, 4, 5 струн. Ну, в принципе, вот некоторые раньше вот играли даже на 5 струнах, и этого уже было достаточно, чтобы спеть какой-нибудь чадхан. Ой, тахпах. Дальше настраивается 6-я струна. Она также звучит в октаву с 3-й струной. Они похожи. Вот. Подбирается точно так же. Если не хватает натяжения струны, допустим, не по высоте, а натяжение струны, значит надо будет брать ключ и здесь уже натягиваем струну до тех пор, чтобы можно было. У нас вот есть специальный ключ, допустим, с помощью ключа вот этого натягиваться, допустим. Можно регулировать еще натяжение таким образом, с помощью специального ключа. Но я уже об этом говорил, показываю. И перемещаем хаз в октаву. То есть
шестая струна звучит в октаву с третьей. Вот. Теперь настраиваем седьмую струну. Вот. Ну, седьмая струна. Вот. Так. А у каждого музыканта здесь уже идут небольшие свои изменения. Кто-то, допустим, под свой строй как-то вот это все может это сделать, и поэтому не всегда остальные струны, они имеют точно вот именно вот так нужно. Но я себе настрою под определенные мотивы на такую высоту. Я не знаю, как назвать вот этот строй по высоте, но по определенной последовательности. Нужно, конечно, здесь запомнить определенную мелодию. Для начинающих я рекомендую настраивать Чадхан по слуху, на слух, используя вот наше видео. Ну, допустим, если вы не можете настроить пока сами на слух, то просто настраивайте каждую струну, слушаете. Ну, потом я дам каждую струну отдельное извлечение, и вы уже свой Чадхан настроите таким образом. Я же пока рассказываю основной принцип, как это делается. Так, восьмая струна. Я ее также настраиваю в октаву с четвертой струной. Ну и вот такой нисходящий лад. К сожалению, на девятую струну у меня хазаха нет, но пока можно обойтись и без него. Ну вот, у меня Чадхан теперь настроен, и он в конечном извлечении звучит таким образом. Ну вот у меня Чадхан настроен.